Но это счастье, если ты нашел свое, и ты это делаешь. Конечно, были периоды в жизни и тяжелые, и легкие, без этого не бывает. Но, в общем, я счастливый человек, у меня есть шикарные друзья, люди, родные, мои близкие. И я делаю то, что я люблю делать, и горю всем сердцем. Так много говорят о творчестве, вообще слово такое довольно простое и в то же время довольно глубокое. Что для тебя творчество? Я бы сказала, что это вообще какое-то другое мышление, если взять вот как с точки зрения человека, да, творческие люди, ну, как говорят, они ведь немного от того, и я с этим согласна. Вот сейчас я, например, на тебя смотрю, я мысленно смотрю, как падает тень на тебя, свет, пропорции высчитывая твоего лица. И вот творческие люди, они, ну, по крайней мере, я, вот когда я хожу, смотрю на природу, я мысленно рисую. И художник, он, наверное, немножко вот как реформатор, да, он выносит новые идеи, он дает понять, как бы посмотреть на мир вообще с другой стороны, с другой призмы на этот мир посмотреть. И вот как то, что говорят, можно научиться всем рисовать, да, можно научиться всем рисовать, любого можно научить рисовать, но научить видеть, чувствовать картинку какую-то красивую могут не все. В твоей жизни так было всегда? Или Да, это какой-то определенный навык Ну все-таки? вот, прокручивая все свое детство, я могу точно сказать, что я выросла. Я всегда хотела связать себя с искусством, я выросла во всем этом, потому что у меня папа был художник. Он был ювелиром, еще занимался портретами, рекламой. И я росла вот среди этих красок, этих запахов, сплавов. Я выросла в этом, для меня это было нормально, я не представляла другой Выбора жизни. у тебя не было. Да, я не хотела поступать, я не знала, что это такое, я просто умела рисовать, мне это нравилось. Правда, меня куда только не водили, я занималась и шахматами, и танцами, и фортепиано, я всем занималась, только не рисованием, потому что я это умела делать, и как-то меня не отвели. Поступила я после 11 класса, вообще-то для художника очень поздно, без училища, без ничего, ну, поступила и как хороший студент на красный диплом все окончила. Глядя на количество тюбиков краски, складывается впечатление, что это, правда, очень дорогое удовольствие, в принципе. Вот сколько этих тюбиков уходит в месяц? В месяц не знаю, никогда не считала. Я вот вижу новый материал, сразу его забираю, закупаю, но не считала никогда, но уходит действительно много краски и качественной. Плюс растворители, разбавители, кисти, все это портится. Да, это очень такое дорогое удовольствие, интересное. Но у меня периодически происходит так, что если у меня продалась картина в салоне или на заказ, я иду в салон, забираю деньги и иду сразу в магазин. Да, или еду за материалом, за красками, чтобы та прибыль, которая пришла с картины, она ушла в картины. И вот и получается вот такой круговорот. Да. Круговорот. Да. Не сложно расставаться со своими работами? Я вообще, есть работы, с которыми сложно расставаться, но я люблю, наверное, больше дарить картины, потому что я знаю, где моя картина. И есть работы, которые я не продаю, потому что они очень для меня ценные или были сделаны в таком месте, в котором, ну, в памятном месте, и, конечно же, жалко расстаться. А так вообще лучше расставаться с картинами, я считаю. Ну, в основном я расстаюсь с ними, я продаю, отдаю, дарю, чтобы было больше движения, чтобы я становилась лучше и лучше. Я отдала работу, я не буду стоять на одном месте, я буду стараться дальше работать. А если собирать картины, тебе жалко их отдать, ты любуешься на... Ну, я всегда, ни одной картины нет у меня, которой я была бы довольна. Везде я вижу ошибки, лучше я от нее избавлюсь, и я буду работать дальше над собой лучше и лучше. А часто откладываешь картины вот до лучших времен, чтобы потом доработать их, или возможно, даже переделать? Есть такой момент, конечно, мне кажется, у многих. Иногда даже, наверное, лучше картину не доработать, чем переработать. Бывают интереснее вещи. Все мы хотим отличаться чем-то.
Так ведь? Да. А творческие люди уж тем более. Вам не хочется повторяться, вы хотите быть совершенно другими, проявить свою индивидуальность, свое мировоззрение, передать, возможно, через свои работы. Как это вообще возможно сделать? И как ты считаешь, Яна Пинчук чем отличается от остальных художников? Я пока, наверное, не дошла до этого уровня, до этой планки, чтобы прям назвать себя художником. У нас есть прекрасные художники в Абхазии. И я вот поэтому, наверное, как открылась в университете, вот у нас живопись, отделение искусств, я поступила второй раз, я сейчас на 4-м курсе у Нукзара Тютюковича, да. И я очень рада, это новая польза, новые знания. Мне кажется, нужно всегда учиться, да, творчество, оно и живопись, искусство, мир, он весь стремится куда-то, бежит, и нужно успеть за всем этим следить. Я считаю, нужно всегда развиваться. Я пока и там, я еще себя не нашла. Но я в поиске, да. Я очень люблю графику, занимаюсь графикой, это тушь, карандаш, но основа, конечно, есть основа, это академическая живопись. Пока я придерживаюсь вот этим правилам. А новые веяния, новые стандарты, которые все-таки со временем приходят в нашу жизнь. Да, есть у меня пару работ абстрактных, тоже это очень интересно, очень сложно, хотя кажется, да, какие-то пятна и легко, на самом деле там тоже очень большой смысл бывает. И в этом тоже я себя пробую. Пока пробую, но вот пока я себя ищу, наверное, можно так сказать. К примеру, медик занимается лечением людей, преподаватель приносит новые знания, обучает молодое поколение и так далее. В чем особенность или предназначение художника? Ну вот, мне кажется, мы очень важные люди, да, важные люди, потому что вот считаю, да, художник это бедный, всегда я туда не пущу ребенка. На самом деле, если просто, вот я смотрю, да, вот у тебя рубашка, да, это камера, это, ну, все, телефон, кисти, все, что нас окружает, дома, все началось с обычного эскиза. Да, потом дизайнер, архитектор, но самое главное, я считаю, это художник, потому что вот весь наш мир, он не может просто, да, спонтанно взял и появился. Это другое мышление, это должен быть пластичным ум, чтобы придумать, да, вот придумали именно такую камеру, придумали такую технику, вещи. И вот это художник, он не просто должен уметь рисовать, мне кажется, он должен знать историю, он должен знать и физику, и химию, чтобы разводить краски, да, физику, это разные отрасли, и он должен быть очень развит. И как у хирурга у него должна быть очень четкая рука. Вот я пытаюсь для себя разобрать, что же все-таки изображено на этой бумаге, и расскажи, пожалуйста, это явно это не эскизы какой-то там картины, а что-то нечто другое. Для музеев делаю, ну, раскопки приносят, или я сама езжу и делаю зарисовки. Да, для книг, для архива я делаю зарисовки. Да, и поэтому я вот говорю, что рука должна быть очень четкая, линии должны быть очень правильные, потому что это все остается, и нельзя, это люди придумали, делали, и сейчас я не могу поменять характер, форму предмета. Все нужно передать четко, грамотно и правильно. Я на набережную выхожу, но выхожу, наверное, в 6 утра, в 7 утра. Когда поменьше людей, и как-то больше можно сосредоточиться, что-то зарисовать, и не останавливаются люди, я не люблю. Чем отличается утренняя, вот именно ранняя природа от дневной? Совсем другая атмосфера, и вот днем солнце, цвета быстро меняются. Вот сейчас солнце здесь, через минут 20 оно подвинется, утром немножко все по-другому, такой мягкий рассвет, все тихо, спокойно просыпается, воздух совсем другой, бодрит. И то, что поменьше людей, наверное, вот как-то нет вот этой, как сказать, скованности, может, ты больше расслабляешься и начинаешь творить, рисовать. Тебе нравится творить именно в тот период, когда город спит? Да, когда город спит. Вместе с ним да. люди. Конечно, в кофейне есть у нас люди всегда, но они не мешают. Что тебя вдохновляет, Диана? Меня вдохновляет, наверное, моя семья.
мои дети, супруг мой, мать, родители, друзья мои. Вообще вся жизнь вдохновляет. Утро, день, осень, весна. Все по-своему интересно. Каждый день он разный. А у нас вообще практически лето, весна почти как одно и то же. Это зелень. А осень, она такая интересная, довольно. И деревья оголяются, больше видны, и цвета красивые, и дождливая погода. Иногда пасмурная, очень интересно смотрится. Море красивое. Ты когда-нибудь считала количество своих работ? Вот количество работ не считала. Кстати, у меня некоторых работ фотографий нет. Так получилось, я как-то работала, сдавала, продавала, отдавала, дарила. Немного работ не сохранилось, но ничего, ну много работ. Каждый художник, он хочет после себя оставить какой-то след. Вот, и художник, он... Вообще талантливые люди, я считаю, это не те, которые обуздают свой талант быстрее, чтобы набрать деньги, реклама. Да? Талантливые люди, они больше, наверное, рисуют для того, чтобы не сейчас заработать, а чтобы оставить какой-то след после себя. Ну, я так считаю, вот шел человек, увидел картину, все, бац, и, может, его жизнь резко поменялась в этот момент. Он по-другому стал смотреть на жизнь. И вот хочется сделать какие-то работы, да, чтобы они повлияли, конечно, в хорошую сторону для кого-то. Вообще творческие люди считаются такими не очень организованными, так скажем. А ты в этом плане какая? Я вообще стараюсь не подводить никогда людей, ответственно делать свою работу. Ну, думаю, вообще, как у меня все происходит. Я могу взять какую-то работу, не делать, а потом в один момент бац и сделать. Наверное, какое-то вдохновение приходит, а если нет настроения, и ты не можешь ничего делать. Насколько город, городская архитектура вдохновляет вообще художника? Очень сильно вдохновляет, ну, по крайней мере, меня, потому что это моя тема. Я больше люблю архитектуру, я не портретист, но рисую портреты, пишу, да, но архитектура – это моя тема любимая. Я, так как я график и работаю в Министерстве культуры, мне пришлось при Батале Кабахе, у нас была программа зарисовать интересные элементы на зданиях, вот, и мы их зарисовывали, изучали все вот эти элементы, лепнин, декор, чтобы осталось для сохранения, для книг, для выставок. И вот я практически, может, не все, но многие здания зарисовала, изучила, и прям моя тема любимая. Ну, вот были какие-то определенные детали, которые раньше не бросались в глаза, которые приходилось Да. по-новому открывать для себя? Да, были, конечно, интересные вещи. Я вот нахожу в зданиях такие заковыристые места, которые люди, наверное, не обращают внимания. Вот я даже взяла вот рисунок, я делала в графике, я тебе покажу. Вот мне интересно, догадаешься, потому что многие не догадываются, это где. Вот у нас есть орлы на набережной. Вот На не все набережной? знают, да, где бывают у нас орлы. Честно говоря, на набережной я и не припомню. А может, он знает? Давид, замечал таких орлов у нас? Где-нибудь на набережной можешь показать, где они? Вот это здание, Рица, и вот там у нас такой элемент красивый находится. В нашей стране чуть ли не каждый второй политик, все так хорошо разбираются в этой теме, начиная, есть такая шутка, начиная от парикмахера, заканчивая таксистом. Ничего против этих профессий не имею, конечно же. Но вот скажи, пожалуйста, насколько тебе близка эта тема? И вообще, как ты считаешь, насколько художник, творческий человек должен участвовать в общественно-политической жизни своей страны, в каких-то социальных проектах? И насколько вы должны вообще быть в теме? Ну, мне кажется, я вообще слежу за новостями, конечно, и международными, и нашими обязательно. Все слежу, смотрю. Но я не политик, я не активист, не политик. Мне кажется, художник – это такой человек более международный. У него нет нации, нет президента. Мне так кажется, потому что ты как бы через искусство – это твой язык, картина – это твой язык, твое гражданство, да, картины выезжают, например,
Хотя ты должен быть хорошим художником, чтобы тебя узнавали, прославлять свою страну, наверное, да. Вот вы, может, без Мадонны не знали бы, что, да, вот есть такой Микеланджело, он прославил свою вот Италию. Но кто помнит, кто в это время правил страной? Очень часто от родителей, от старших дети, мне кажется, слышат о том, что художник — это не профессия, музыкант — это не профессия, тебя это никогда не прокормит. Очень многие, правда, на каком-то начальном этапе, мне кажется, даже губят талант, Да. потенциал ребенка. Вот как ты считаешь, может ли прокормить художника его профессия? И кормит ли тебя твоя профессия? Да. Я считаю, что это большая ошибка. Иногда художник может заработать больше, чем тот же юрист. Все зависит от того, сколько ты работаешь. По крайней мере, у меня минимум мой всегда был, но бывает и максимум. Я никогда не нуждалась, у меня всегда есть работа. Вчера я рисовала, допустим, какие-то иллюстрации смешные, сегодня у меня фрески большие, завтра еще какой-то заказ. И как бы определенной суммы нет в месяц. Да, там всегда варьирует цена, но в этом и есть весь интерес. Сколько я поработаю, столько я и получу. Все зависит от меня. И мне кажется, это очень хорошая профессия, да, очень. Я, по крайней мере, довольна. Яна, мы очень часто слышим о том, что талант он или есть, или его нет. Ну вот это вот дар от Бога. Ты можешь стать великим, или ты не можешь стать великим. Все-таки, вот как ты считаешь, художником можно стать? Или должны быть какие-то прям особенные задатки? Ну вот, как я говорила, мне кажется, любого можно научить рисовать, но художником, мне кажется, настоящим истинным художником может стать не каждый. Художник — это тот, который не просто умеет рисовать, а который хочет рисовать и знает, что он хочет нарисовать, что он хочет людям показать, да, что он показывает свой внутренний мир, показывает какое-то будущее, вот, и который горит всем своим делом, хочет что-то, пользу какую-то принести. Вот, я считаю, это настоящий художник. Ты обучаешь детей искусству, ну, как бы учишь их рисовать, так скажем. Ты сразу замечаешь, когда есть все-таки предрасположенность, а когда нет? Вообще у меня так получилось, все дети, которые ко мне приходят, они правда шикарные. Привет вам всем, мои малыши. Они каждый по-своему уникален. Я стараюсь вот, всем деткам, да, нам не умеем рисовать. Один мальчик у меня плакал, теперь его не оторвешь от этих карандашей. Каждый ребенок, он талантливый, просто нужно не потерять этот момент. Каждому нужно найти свое направление, да. Ты любишь, допустим, одну еду, я другую, мы по-другому одеваемся, да, не сегодня, но вообще. И вот каждому нужно найти его направление. Кто-то любит графику, кто-то живопись, кто-то строить, кто-то больше воображать. И каждому ребенку нужно найти свой подход и помочь ему в этом. Да, если заниматься, то можно выявить талант, можно научить. Ты сказала о том, что поступала в училище в 11 классе. Нет, в университет. Университет поступала Да. после 11 класса. Да. И это слишком поздно для художника. Это очень поздно для художника, да, но я вот походила, позанималась пару месяцев у Анзора Сакани, вот, очень хороший педагог, поставил мне руку, рисунок, и я сразу поступила, она бесплатная, да, как-то. Часто ли встречаются люди, которые в осознанном возрасте, уже далеко не студенты, не школьники, хотят научиться этому делу, и у которых это получается великолепно? Да, есть. Я тоже занималась, у меня была старшая группа, приходили взрослые, рисовали, и прекрасно получалось. Но все зависит от человека. Если ты начал рисовать, то ты все должен забыть все остальное, ты должен 24 часа думать, что-то воображать, рисовать, заниматься. Если ты порисовал вторник, порисовал в среду, забыл, и раз в неделю, это уже все теряется. Нужно постоянно быть в тонусе. Это очень, я считаю, это очень сложная работа. Чтобы быть настоящим художником, чтобы научиться, нужно очень много трудиться. Ян, ты говоришь, что любого можно научить рисовать, а меня сможешь? Конечно, с удовольствием. Я, кстати, имею хороший холст, стоит натюрморт, над которым я работала.
Уже и вообще лучше, ну, я так считаю, хотя художники это знают, грунтовать работу и уже ложится следующий слой аккуратно, чем на белом фоне начинать. То есть Здесь уже масло. уже обработанное. Да, холст, грунтовка. Мы тонируем цвет, я подбирала, делаю разные такие этюдики небольшие. Ну, сегодня я тебе могу. То есть ты сейчас целенаправленно хочешь, чтобы я испортила? Нет, ты не испортишь. Я тебе покажу, ну, основные азы, и ты продолжишь. Только нужно расслабиться, ты меня не слушай, не надо вообще никого слушать. Ты послушай себя, хорошо, свою руку, свое сердце. Как ты чувствуешь, как ты рисовала маслом? Нет. Нет? Я щас в принципе не умею рисовать. Нет? Я выдавлю тебе масло. Маслом как нужно рисовать? Старайся брать большие мазки. Не надо делать зализано. Салонные работы, они очень хороши, красивые, но это для любителя, для каких-то оформительных работ в комнату. На самом деле живопись, она должна быть яркой, насыщенной и мазками. Хорошо? Работа моя, конечно, гениальная. Сейчас увидят телезрители и начнется шквал критики. Я абсолютно не претендую на роль художника. Просто интересно, вот что обижает художника? Как ты реагируешь на критику? И насколько это вообще тяжело воспринимается творческими людьми? Ну, мне кажется, вы очень ранимые, да. Наверное, да, ранимые, но мы это держим в себе. Если нужно что-то выплеснуть, все плюскаем на картину, все свои проблемы оставляем где-то там далеко, чтобы никого посторонних это не касалось. А что касается критики, то критика мне только помогает. Ведь критика дает художнику двигаться дальше. Критика — это, наоборот, шикарно. Я люблю критику. Мне указывает на мои ошибки, я уже их вижу, я их исправляю, стараюсь быть лучше. А бывает, когда ты не согласна с критикой? Может быть, она совершенно не объективна? Или вот тобой воспринимается? Да, бывает, но я стараюсь близко не принимать все эти вещи. У меня свое мышление, свой мир. Я принимаю критику. Если я, да, вижу что-то не то, я стараюсь что-то исправить. Если я вижу, что человек не прав, ну, он так видит, я не могу его поменять. Да? Каждый по-своему мыслит.